алейкум, отец. О, валейкум салам. Салам алейкум. Валейкум салам. Чалу попьете? Да нет, отец, молоко мы потом пить будем. Ты кибитку сам перенесешь? Или мы поможем? А зачем ее приносить? Кому она мешает? Стоит на пути. Что вы такое говорите? Какой здесь путь? По этим пескам никогда ни одна караванная тропа не проходила. Отец, понимаешь, мы нитку газопровода здесь тянуть будем. Ну? А твоя кибитка, ну вот смотри. Вот нитка газопровода идет. Так. А твоя кибитка оказалась как раз на ее пути. Это кому сказать, никто не поверит. В такой большой пустыне не нашлось другого места для вас. Отец, подожди. Да, так вот и получается. Пустыня такая большая, нитка такая тонкая, а твоя кибитка все равно у нее на пути оказалась. Теперь и в пустыне тесно стало, Давлет ага. Так, осторожно. Поднимай потихонечку. Так, еще немного, еще немного. Поднимай. А теперь на меня. Поддерживай. На меня. Левее, еще. Так, хорошо. Очень хорошо. Поехали. И так как Иран в связи со своими трудностями резко сократил нам поставки газа, республики Закавказья остались почти на нуле. По европейским масштабам огромное государство лишилось топлива. Нами приняты следующие экстренные меры. Краснодарский газ и Ставропольский. Я помню. Извините. Мы повернули на Закавказье. Но, повторяю, это экстренные меры, при помощи которых мы сумели лишь частично восполнить потери. А перспективные планы мы связываем с Давлетабадским месторождением, расположенным на территории Туркмении. Так вот, нитку от этого месторождения мы протянем параллельно линии Средняя Азия-Центр. Одну минуту. Говоря о Давлетабаде, мы имели в виду переброску газа по дну Каспийского моря. Угу. А вы говорите о направлении Средняя Азия-Центр. Да, но... Дело в том, что пока мы перебазируем технику, начнется штормовой период на Каспий. Поэтому мы не сможем сдать такое строительство в срок. Да, так если мы отказались от идеи протянуть газопровод по дну Каспия, то какой смысл обустраивать сегодня Давлетабад и тянуть нитку через все Каракумы? А что вы предлагаете? Предлагать должны вы. Слушай, Кирилл Юрьевич. Оля, соедините меня с Туркмен-Газпромом. Сейчас. Кто там начальник? Давлетова. Давлетова? Да. Я вижу, в Средней Азии женщины даже газ взяли в свои руки. Следующий вопрос у меня к вам, товарищ Чарыев. Сколько еще поправок будет в вашем проекте? Масса проблем, Газаль Давлетовна. От любой скважины до сборного пункта газ держит температуру не ниже 100 градусов. Никакая изоляция долго не выдержит. Можно подумать, что вы только сегодня об этом узнали. Вообще-то этим вопросом занимается ВНИИСТ. Я вчера звонил в Саратов. Простите. Анатолий Иванович, вы продолжайте, я вас слушаю. Разговаривал с главным инженером Зайцевым. Да-да. Я вас слушаю. Самарин вас беспокоит.
Какой Самарин? Ну и что они обещают? Зампред Совмина, с вашего позволения. Простите, не ожидала. Вы знаете, я даже от неожиданности встала. Нет, ну зачем же? Давайте лучше я встану. А вы садитесь. Ничего, ничего. Нет, пока вы не сядете, я ничего говорить не буду. Ну, хорошо. Сели? Да-да, У меня вопрос к вам. я вас слушаю. Есть ли севернее Давлет-Абада газовые месторождения? Нет, крупных нет. И геологи пока ничего не обещают. Угу. Благодарю вас. Да, далеко придется шагать. Через всю пустыню. Елбарс, я съезжу ненадолго к ребятам, а ты смотри за отарой. Слышишь, Елбарс? Юсуп, неси пиалу. Давлет ага, салам алейкум. Как дела? Как здоровье? Хорошо. А вы как? Не жалуешься. Катя! Юсупджан, нельзя заставлять людей работать в такую жару. Правильно говоришь. Только время не терпит. На Кавказе ждут наш газ. Катюша, попробуй верблюжье молоко. Это чья ж девочка? Моя дочь. Юсуп Бердыевич, товарищ Давлетова вызывает. Хотите поговорить с дочерью? Давлет ага, салам алейкум. Алейкум ассалам. Бердыев слушает. Здравствуйте. Как там у вас с поставками оборудования? Задержек больше нет? Нет, все нормально. Хорошо, что вы помогли. Привозят все вовремя. Еще говорят, пожалуйста. Такие вежливые стали. Если опять будут какие-то затруднения, обращайтесь прямо ко мне. Без стеснения. Спасибо. Здесь ваш отец хочет поговорить с вами. О, очень рада. Пожалуйста. Здравствуй, отец.
как ты там? Как здоровье? Хорошо, спасибо. А у вас как? Все в порядке? А Шир, дети здоровы? Да. Почему мама не приехала? Ведь обещала. Не приехала. Она без меня никуда не поедет, боится. А сюда вы не собираетесь? Нет пока. Работы много, отец. Вот и я хочу о работе сказать. Что? Ты что, забыла, что сама в песках росла? В чем дело? Разве можно в такую жару заставлять людей работать? Я не забыла, отец. Но пойми, у нас жесткие сроки, план, проценты. Да и про людей, а она мне про проценты и слушать не Вот хочу. меня, отец. И мне досталось. До свидания. До свидания. Успехов тебе. Спасибо. Пока. Тебя как зовут? Алык. Уразгильды. Правильно сделал, что приехал к нам. Второго такого крупного месторождения в Каракумах нет. А ты сам откуда? Из Ашхабада. А я отсюда. Как это? А очень просто. Здесь неподалеку стоит аул. Всего несколько километров отсюда. Я там родился. И не только я. Гузель Давлетовну знаешь? Которая в «Газпроме»? Да. Она тоже из моего аула. А Курбан Мамедова? Курбан Мамедова? Нет, не знаю. Лучший бомбардир ашхабадской футбольной команды Колхозчи. Да отпусти, она сама едет. Со мной в одном классе учился. О, Пеле. А это наш повар. Между прочим, классный. Тоже из вашего аула? Да нет, он не здешний. Но его все Каракумы знают. А работает у нас уже 6 лет. И отпуск здесь проводит. Вот, столовая. Поешь. А потом топай. Вон прорабская. Ну, давай. Спасибо. Салам. Салам. Пулярку желаете? Не откажусь. Можно к вам? Вы новенький? Да. Новенький. А я тоже новенькая. И только позавчера приехала. А ты чья такая красавица? Мамина. А, ясно. А вы знаете мою маму? Нет, не знаю. Она замуж выходит. Ну да. Не верите? Нет, почему? Верю. А знаете, за кого? Может, за повара? Если б я был женщиной, обязательно вышел бы за повара. Всегда накормит, напоит. Не надо самой готовить. А вот и не угадали. Мама выходит за начальника участка. О, это даже лучше, чем за повара. Voulez-vous du thé? Merci. Je préfère le café. Дядя Аман учит французский язык. Ему обещали путевку во Францию. Катенька, почему так долго? Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пойдем. До свидания. До Спасибо, дядя Аман. До свидания, Катенька. Приходи еще ко мне. Ох, балуешь ты ее, дядя Аман. Je préfère le café. Merci.
Катя, слезай. Орас, ты когда в город едешь? Минут через 10, наверное. Мы поедем с тобой. Поедешь к бабушке, собирай свои куклы. Не поеду к бабушке. Мне здесь нравится, ты же обещала. Я не поеду к Вера, бабушке. нам нужно с тобой поговорить. Не о чем нам с тобой говорить. Подло ты себя ведешь. Не хочу тебя видеть. Дядя Володя хороший. Почему ты его ругаешь? Катя, ну-ка иди побегай на улице. Ну что тебе? Вера, мы должны начать все сначала. Все сначала. А Юсупу тоже начать все сначала. Может, ему к семье вернуться, которую он из-за меня бросил. Правильно я тебя поняла? Вера, но Катюша же наша. Твоя и моя. Круглов, ты зачем пришел? С Верой поговорить. Юсуп, выйди, пожалуйста. Вера, Катя останется здесь. Но если даже она останется, ведь для него она будет чужая. А для тебя? Это что, не ты, что ли, меня под нож посылал? Понимаешь, мне до сих пор стыдно. Мне страшно становится, когда я подумаю, на что я тебя тогда толкал, но я был просто дурак. И трус. Обременить себя ты побоялся. Вера, я все понимаю, но сейчас же ты не права. Знаешь что, Круглов, катись ты отсюда, а? Не путайся ты у меня под ногами. Марко, спускайся вниз. Сейчас! Сейчас! Ну, в чем дело? Надо собрать срочно воздушный вентилятор. Хорошо. Ты, говорят, филолог? Да. В прошлом году закончил университет. А что тебя сюда занесло? Книгу задумал, собираю материал. Ты писатель, что ли? Да, вроде. 2 рассказа опубликованы. Хочу роман попробовать. Интересно, о чем он будет, а? Наверное, опять о неразделенной любви. О пустыне? Чего? Весь роман о пустыне? Да. Вот дает, а? Многие считают пустыню мертвой. А мне она кажется живой. Как другим океан или море. Она даже цвет меняет. Как море. Как любая великая сила. Она может быть и жестока. Но к тем, кто понимает ее, она очень добра. Значит, получается, весь роман про песок. Не весь, конечно. Интересно, как это писатели умудряются писать такие толстые книги и без ошибок? Вот этого я никак не могу понять. Слышь, Колы, такие толстые и без ошибок. Есть в издательствах корректоры. Если случайно ошибся писатель, исправят. Чего? Любую ошибку исправят? Любую. Хорошо устроились эти писатели. С недельку бы так пожить. Давай следующую. Ого! Я так и думал. Я чувствовал, что что-то случилось. Эй, газ взорвался! Смотрите, горит, горит пожар! Люди! Люди! Эй, люди! Газ взорвался!
быстрее! Ну что же вы смотрите? Скорей! 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 Помогите, люди! Где же главный инженер Малышев? Идет, идет. Анатолий Иванович, вы назначаетесь начальником штаба по ликвидации фонтана в Давлет-Абаде. Машина внизу, в аэропорту ждет вертолет. Поторопитесь. Может быть, все-таки удастся герметизировать устье скважины? Хорошо. Только вот, Гозель Давлетовна, у меня жена в поликлинике. Я должен внука взять из сада. Не беспокойтесь. Жену предупредим, внука возьмем. Езжайте. Хорошо. Звонили штаб аварии. Сбить пламя пожарными машинами не удалось. Да и сама фонтанная арматура крайне ненадежна. Раскаленная она сама стала источником повторного возгорания газа. Я предлагаю вызвать танк и отстрелить арматуру от скважины. Значит, мы идем на открытый фонтан. Да, другого выхода не вижу. Василий Петрович, свяжитесь с военными. Хорошо. А вы сделаете схему герметизирующего устройства и согласуйте со мной. Петрушин говорит. Я вас слушаю. Докладываю, Газель Давлетовна. Да. Для тушения аварийной буровой вода и глинистый раствор готовы. Очень хорошо. А раствор утяжеленной воды? Еще нет. Не подвезли соль. Товарищ Петрушин, в настоящее время такая медлительность преступна. Немедленно организуйте подвоз соли и приготовление раствора. Доложите к 19:00. Это невозможно. В 19 часов я жду результатов. Вам все ясно? Ясно. Действуйте. И вы учтите, товарищи. Мы должны опередить Грифоны. Газель Давлетовна, с приездом! Здравствуйте! Надевайте, надевайте, ваши, фирменные! Спасибо!
Вот и я смотрю. Настроение у вас радостное, Анатолий Иванович. Что? Я говорю, настроение у вас радостное. А чего быть грустным? Пока доедем, задавит скважину. Да что вы говорите? Ой. Выходит, я прилетела к шапочному разбору, так получается? Старались. Ну, Анатолий Иванович, недаром у нас в «Газпроме» вас бульдозером называют. Хотя по виду... Хотя я больше похож на малолитраж. Вы это хотели сказать? Поедемте, посмотрим все. Конечно, прошу. Остановите. Что с сусликами? Смотрите. О, кажется, выход газа. Это же предвестники настоящего грифона. Надо спешить. Если появятся грифоны, нам не задавить скважину. Распорядитесь зажечь норы, чтобы избежать взрыва. Мерет! Мерет, что ты видишь в эту трубу? Расскажи. Погоди, погоди. Ну что это тебе, халам-балам, что ли? У меня тут люди ходят вверх ногами, а пламя падает с неба и вонзается в землю. Я же должен все с головы на ноги поставить. Значит, ты нам ничего не расскажешь? Сейчас. Наша «Газель» и тот, кто ее встречал, стоят у машины и о чем-то разговаривают. О чем же они говорят-то? Они говорят, что у Анна-ага прекрасный чал, но он никого им не хочет угощать. Даже продавца Мереда, который в данный момент умирает от жажды. Не каждый достоин такого угощения. Надо его заслужить. Вот он где. Эй, Меред, иди отпусти мне 2 килограмма сахара. Целый день сидишь в магазине, никто ничего не покупает. Как только займешься делом, так приходит покупатель. Иди бери сахар, а деньги положи на прилавок. А если я больше возьму? Делай, что хочешь. Ваня, а во что он смотрит, как называется? Теодолит. Где он его откопал? Это геологи ему оставили. А как с ним обращаться, не рассказали. Вот он и видит, что вверх ногами.
Поздравляю. Отлично. Спасибо тебе. Ой, молодцы. Спасибо. Задавили. Угу. Проверьте, как идет закачка. И если надо, Хорошо. еще добавьте. Увеличить производительность агрегатов. Увеличить производительность агрегатов. Отключить пятый агрегат. Утечка на линии. Отключить пятый агрегат. Товарищи, нарушена герметичность скважины. Газ стал неуправляем. Обычные методы его укрощения здесь неприемлемы. Нужно новое радикальное решение. Какие предложения? Придется бурить наклонную скважину. А какова вероятность отклонения от ствола аварийной скважины? 80-120 метров. Тогда надо бурить сразу хотя бы 3 скважины. Да. Недороговато ли? 3 сразу. Нет. Каждые сутки мы теряем столько газа, сколько потребляет Ленинград. Но одновременно 3 скважины – это долго и сложно. У вас есть другие предложения? Это наилучший вариант. Спасибо, товарищ. Алло, алло! Ашир, это ты? Я? Ну как дела? Что нового? Да так, ничего особенного. Арслан потерял дневник. Ну, уже 3-й раз в этом году. И опять в троллейбусе говорит. У нашего сына даже фантазии не хватает придумать что-нибудь новенькое. Вот именно. Ты завтра пойди или хотя бы позвони в школу и узнай, какие были записи в дневнике. А ты что, не приедешь? Нет. Почему? Не могу. Что у вас случилось? Да ничего особенного. Задавили скважину, а она провалилась. Как провалилась? Куда? Под землю, естественно. И что ж теперь будет? Придумаем что-нибудь. Как твои дела? Как больной твой? Прооперировал. Все нормально. Поправится. Очень хорошо. Скажи Зухре, чтобы она была хозяйкой и не давала Тахиру конфет перед обедом. Пусть не жалеет его. Всего хорошего. Завтра позвоню. Гузель Давлетовна, строители подвели воду. Кстати, о строителях.
Предупредите их, чтобы не особенно отвлекались на борьбу с фонтаном. Пусть занимаются своим делом. Так что никакая авария не дает права опаздывать со сдачи объекта. Хорошо. Вчера ко мне приходил отец Юсупа Бердыева, начальника участка. Просит нас помочь им. В чем? Говорит, Юсуп оставил семью. Связался здесь с другой женщиной. Да, Вера, знаете вы ее. Просит вернуть его семье. А почему он ушел от семьи? Говорит, мы с матерью виноваты. Женили его, а он не хотел. Женили, виноваты. Они не просто виноваты, они преступники. Сделали несчастным Юсупа, его жену. Сами страдают. Теперь снова хотят быть виноватыми. Я знаю Веру и Юсупа. Хорошие ребята, правда. Я тоже так думаю. Люди, они взрослые, сами разберутся. Пойдемте. Конечно. Давлет-ага, уходите отсюда, газ идет, отравитесь. А как же овцы? Оставить их подыхать? Отец, пойдем отсюда. Что ты наделала своим газом? Как ты строишь? Давлет-ага, салам алейкум. Валейкум салам. Салам алейкум. Садитесь. Что, хочешь попробовать? Сейчас налью. А не отравится? Не отравится. Написано тонизирующий напиток. Если собака не пьет, значит гадость. Да нет, я пил, вроде ничего. Давлет-ага, а вы знаете, что овца одно из самых древнейших животных на земле? Конечно, из домашних. Кто тебе сказал? В журнале читал, что овца приручена человеком 12 тысяч лет тому назад. Даже раньше собаки. О, обиделся. Все понимает, только говорить не может. И слава Аллаху. Да, это верно. Знаете, в Северном Ираке это значит так. Это в той стороне. Откопали овечьи кости, которым 12 тысяч лет. И еще там написано, что с древнейших времен одна овца 3 человек кормит. В
Вкусное мясо, теплая шерсть, молоко. Да вы сами знаете, что тут говорить-то, а? Слышишь, Арас? А ты бросил отару, поменял настройку. Давлет ага. Если ученик не превзойдет своего учителя, потеряется ремесло, гласит пословица. И если дети не пойдут дальше родителей, не будет прогресса. Да я не против. Я только вот что хочу сказать. Весь наш род скотоводы. Бог дал мне единственную дочь. Думали мы с матерью, что она будет такой же, как ее родители, пойдет по их пути. А она взрывает пастбище, овец наших губит, отцовскую кибитку по пустыне гоняет с места на место. Если бы у меня был сын. Давлет ага, еще недавно Каракумы считали мертвой пустыней. А теперь о ее богатствах и особенно газовых весь мир знает. Ведь теперь наш газ дошел уже до Франции, и всем этим руководит ваша дочь. Поэтому, Давлет ага, такой дочерью вам можно гордиться. Странная картина. За эти 2 дня, пока меня не было, почти во всех бригадах 130%. А вот у Круглова всего 80%. Чем объяснить такую разницу? А потому что мои люди каждый сантиметр чистят вручную. Другие тоже вручную. Я только сегодня привез запасные кольца. Другие. Другие изолируют без очистки. Так можно и все 200 дать. Вера, как это могло случиться? Я разрешила. Трубы новые, лента прилипает и без очистки. Везде? Не везде. Но если наша установка проработает хотя бы 5 лет без аварии, хотя бы 5 лет, то своевременная сдача объекта за счет некоторого отклонения от стандартов, я считаю, будет оправдана. Ну, а если через 5 лет прорвет трубу, там, где мы не зачистили, и погибнут люди, тогда что? Через 5 лет. Ты посмотри, что там делается. Неизвестно, что здесь завтра будет. Интересно у нас получается. Значит, наш комплекс никому не нужен. Мы можем делать все, что нам хочется, пожар все спишет. А немного ли мы на себя берем, а? Есть люди, которые ничего на себя не берут. Они всегда чистенькие и всегда правы. А другие берут на себя сколько смогут и еще чуть-чуть. Еще бабу с ребенком на шею сажают. Вера, ты хотела мне помочь? Шатлык 15. Алло. Алло. Шатлык 15. Почему молчите? Бердыев. Круглов слушает. Арасов беспокоит. Где начальник участка? Где Бердыев? Нет здесь Бердыева. Тогда слушайте меня. Пришло сообщение. Надвигается циклон. Так? Ожидается песчаная буря.
Вы слышите меня? Алло. Да-да, слышу, слышу. Передайте Бердыеву, чтобы принял все меры. Аманжан. О, бонжур, месье. Бонжур, бонжур. Красиво поет. А кто это? Темнота. Шарль Азнавур. Между прочим, был шофером. Как я? Нет, ты был чебаном. Аман, как у тебя насчет воды? Лимит. Ты разве не слышал, а? Не слышал. Почему тогда спрашиваешь? Понимаешь, мне очень нужна вода. Понятно. А кому она не нужна? Аман, я же не просто так. Я заплачу, сколько скажешь. Понятно. Я похож на вора? Нет. Ну вот что. Осторожней на поворотах. А, ты хочешь сказать, что я в тюрьме сидел? Это верно, я сидел в тюрьме за то, что одного подлеца поручил, чтобы он девушку не оскорблял. Я никогда чужого не брал. Аман честный человек, все знают об этом. Если бы не знали, путевку мне не обещали. Во Францию поедешь, так сказали мне. Ты понял? А ты мне денег предлагаешь, эх ты. Ты извини меня. Я же не хотел. Ну ладно. Поеду к Давлет, ага. Сообщу о буре. Ну и чудак же ты. Что ж ты сразу не сказал? На. От меня подарок, Давлет, ага. Спасибо. Давлет, ага. О, Араз Гильдин, откуда ты взялся? Где остальные овцы? В пустыне? Где же еще? Потерял их. Поеду, поищу. Постой, постой, вместе поищем. Что это такое? Беда, сынок. Волки. Вот что наделали. Передушат всю отару, проклятые. Мне бы прежние силы. А что я теперь? Вот и повадились ко мне, словно чуют, что я стар и беспомощен. Волки! Быстрей, сынок! Догоняй! Я вам покажу, гады!
Ты очень сердишься на меня. Очень. Я даже объяснить тебе не могу, как я зол. Но больше мы никогда не будем вспоминать об этом. Давай уедем отсюда. Работы в Песках полно. Это будет похоже на бегство сусликов. И так уже мало кто верит, что месторождение удастся спасти. А ты веришь? Верю. Зови ребят. Кого это? Юсупа. Если бы не он, весь склад к черту взлетел бы. А в следующий раз, если без спросу возьмешь машину... Нет, Круглов. Следующего раза не будет. Я возвращаюсь овец спасти. Не понял. Гузель Давлетовна, добрый вечер. Добрый вечер, Анатолий Иванович. Как дела? Закачка воды не дала никаких результатов. Новые грифоны есть? Да, Где? уже горит соленое озеро. Рядом с аулом. Угу. Плохо. Завтра прилетает академик Никитин. Он и не такие фонтаны укращал. Посоветуемся с ним. До свидания.
А, Газель, дорогая, здравствуй. Здравствуйте. Как долетели? Спасибо, хорошо. Помнится, в таком наряде ты приехала в Москву, первокурсница. Да. Рядом с Давлет-Абадом мой родной аул. А старики не примут меня в другом наряде. А, понятно. Познакомьтесь, зампред Совмина, товарищ Назар, Азат Чарниевич. Очень приятно. Ну, как там у вас? Да сейчас полетим, сами увидите. Нас ждет вертолет. Прошу, прошу вас. Спасибо, спасибо. Жарко у вас. Когда вы мне обрисовали по телефону, что здесь происходит, я даже представить себе не мог, что это так страшно выглядит. Это надо было видеть. Такие потери. Так что будем делать, Сергей Петрович? А вы сделали все, что от вас зависело. Я боюсь, что мы должны приготовиться к худшему. Мы не можем бросить Давлет-Абад. Крупнейшее месторождение. Кавказ ждет его газ. Кроме того, рядом стоит аул. И жить по соседству с таким фонтаном становится все опаснее. Если мы не задавим его, то людям придется покинуть свои жилища. А здесь пастбище, колодец. Но я ведь только академик, а не Господь Бог. Да, а газ, надо прямо сказать, ведет себя по-дьявольски. Такое буйство стихии не часто увидишь. А ты же знаешь, я на своем веку повидал немало. Такое количество сгорания газа очень опасно для окружающей среды. А это надолго. Алло, алло, я слушаю. Здравствуй, на силу разыскал тебя. Это ты, Да, я. Алло, алло. родной мой. Ты откуда звонишь? Случайно не из Лондона? Нет, я уже в Москве. Только что прилетел. Ну, как твой доклад на симпозиуме? Понравился? Говорят, ничего. Поздравляли. Обещали издать. На каком языке читал? На английском. Только очень волновался. Сочиняй больше, так я тебе и поверила. Нет, правда. Такая аудитория. Ну, как вы там живете? Как старики, дети? Ты знаешь, я сейчас их редко вижу. Значит, положение осложнилось. Плохо дело. Ну почему же? Вот академик Никитин приезжал. Говорит, все будет хорошо. А что он рекомендовал? Говорит, на своем веку многое повидал, но... Что но? Но выход всегда находится, и он его найдет. Ох, Гузель, ты, по-моему, что-то не договариваешь. Ну что ты, откуда ты взял? Ну, хорошо. Я завтра утром вылетаю в Ашхабад. И сразу же еду к тебе. Нет, нет. Ты лучше завтра позвони, а там договоримся. Ладно. До встречи. Ну, пока.
что остынет. Ну-ка, иди. Мама пришла. Как же так, дочка, рядом живешь, а навещаешь нас так редко. Мама, почему Внученька, она подай чай маме. Ей больно, сынок. А с мужем и детьми подолгу не Она видитесь. что, плачет? Как Она это вы больная, так поэтому и живете? плачет. Что это такое, отец? Сколько живу на свете, такого не видела. Почему она кричит? Что с ней? Она отравилась газом. Суслики успели убежать, а черепахи вот мучаются. Давай ее полечим. Животные страдают, как и люди. Две стихии человеку не подвластны. Наводнение и пожар. Вспоминаю я одну историю. Был я маленький, когда мы жили у Черной горы. Люди говорили, образовалась она давно, после сильного землетрясения. Землетрясение? Ну да. И треснула земля, и потекла из трещины густая черная грязь. Она каменела и постепенно превратилась в гору. Потом случилось еще одно землетрясение, и черная грязь перестала течь. Конечно, грешно у Аллаха просить землетрясения. Но я так думаю, что только оно может остановить ваш пожар. Только землетрясение? Здравствуйте, товарищ Назар. А это товарищ Давлетова. Ага. Здравствуйте. Вот вы какая. Пожалуйста, садитесь. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, товарищ Давлетова. Все меры, принятые по ликвидации аварии на Давлетабадском месторождении, не дали положительных результатов. Ни одной из наклонных скважин, а их было 3, мы не попали в аварийную. Ничего не дала и закачка воды, которая, впрочем, продолжается и по сегодняшний день. Давлет-Абаду нужен достойный соперник, равный по силе. Ну, скажем, землетрясение. Мы выносим на ваше рассмотрение возможность использования подземного ядерного взрыва. Он разрушит аварийный ствол и перекроет выход газу. Таким образом мы спасем месторождение. Понятно. Но все ли возможности использованы? Сами понимаете, что такое ядерный взрыв. Это ж не фейерверк. И стоит подороже. Кстати, по поводу стоимости. Если в начале аварии мы теряли за сутки столько газа, сколько потребляет такой крупный промышленный центр, как Ленинград, то теперь мы даже не в силах посчитать, сколько сжигаем газа. Грифоны, как метастазы, распространяются по пескам. Если у врачей в таких случаях опускаются руки, то у нас все-таки есть еще один шанс. Такое распространение грифонов ставит в опасность жизнь людей близлежащих колхозов. Могут пострадать их хозяйства. Тщательно изучив все эти факторы у себя в республике, мы считаем, что без этой крайней меры нам не обойтись.
Мне хотелось бы добавить, что строительство газопровода практически окончено. Если не удастся спасти месторождение, то затраты, усилия строителей будут пущены на ветер. Доводы ваши очень убедительны. Но давайте еще посоветуемся со специалистами. Аман! Иди на связь. Надя. О, Надя Джан, привет. Рад тебя слышать. Хватит, Аман, ближе к делу. Почему зелень не прислали? Нет овощей. Говорят, в шашлыке их полно. На базаре, да, у нас нет. Послушай, Наденька, позвони в колхоз «Заря» Мурадову. Скажи, что люди в пустыне героизм проявляют, им витамины нужны. От моего имени позвони. Он мне не откажет. Аман, хочешь новость? Нет. Почему? Я боюсь новостей. Здоровье берегу. Не бойся. Хорошая новость, Аман. Тебе выделили путевку во Францию. Что? Ты не ошиблась? Нет, видела своими глазами. О, во Францию едешь, поздравляю. Аман, что ты молчишь? Аман! Я не могу ехать. Не могу оставить людей в такое время. Дядя Володя, пойдем к маме. Не надо, Катя. Ну, дядя Володя, пойдем. Ну, пойдем, я знаю, она в вагончике. Пойдем, слышишь? Мама, правда, что дядя Володя мой папа? Круглов, как же ты мог? Прости, Вера. Катенька, это неправда. Наш папа Юсуп. Юсуп. И он погиб.
Скажите, а не может случиться так, что эта дурочка там под землей не взорвется? Конструкция исключает такую возможность. Ее оттуда потом не извлечь, она зацементирована. А это, как вы говорите, дурочка. Она была бы слишком дурным подарком для наших потомков. Да. Слушаю. Спуск проходит нормально. Хорошо, продолжайте. What's the population of this county? What's the population of this? Oh, hello. Чем же вас угостить? Попить что-нибудь холодненького. Сейчас. Да, жарко. Ну так 45 градусов обещают в тени. Слушай, где же они эту тень находят? Может, это тень от этого факела, а? Может быть. На какое число назначен взрыв? Пока еще ничего не говорили. Слушай, про меня анекдот слышал? Нет. Ну, один Амана спрашивает. Ну, то есть меня, да? Аман, ты не поедешь в этом году во Францию? А я ему отвечаю, я в прошлом году не поехал во Францию, а в этом году я не поеду в Англию, а? Понятно. Гузель Давлетовна, приехал ваш отец. Говорит, люди отказываются эвакуироваться из аула. Делайте, говорит, что хотите, мы не уйдем отсюда. Это исключено. Эпицентр взрыва рядом. Дома старые, глинобитные. Если останутся, жертвы неизбежны. Это исключено. Добрый день, отец. Ну, что там у вас происходит, а? Говорят, ты собираешься взорвать наш аул, это правда? Наверное, придется, отец. Лучшего не могла найти, чем родной аул взорвать. Но это же ты сам придумал, а не я. Ты что говоришь? Я-то при чем, не понимаю. Ну как же? Ты сам сказал, что нужно бы землетрясение. Вот мы и придумали землетрясение. Только искусственное. Поехали в аул, отец. Помоги мне. Прошу тебя. Ну, согласен? А по дороге я тебе все объясню. Поехали, отец, а? А как быть со слом? Сам дорогу найдет. Ступай домой. Слушай, Колык, мы что, больше не вернемся сюда? Кто его знает? Если задавят скважину, то вернемся. А если нет, то вроде возвращаться незачем. Вах-вах-вах, ай-яй-яй. Смотри, писатель, не забудь отразить в своем творчестве наше переселение. И про меня не забудь. Только фамилию не меняй. Так и пиши: Марков Тищенко из Кировограда. 1956 года рождения, рост 180 сантиметров. Плечистый, волос темно-русый. На левой руке шрам, если собаку укусила. Я не криминалист, я писатель. Так преступников описывает. Так я ж не писатель. Я тебе материал даю, а ты его должен художественно оформить. Но ты, по-моему, ничего не напишешь. Название-то хоть придумал? Да. Какое? Боль земли. Боль земли? Понимаешь смысл его? Да нет, не особенно. Видишь ли, когда тряхнув землю, я должен находиться здесь. Все видеть.
Я хочу почувствовать ее боль своей кожей. Ты хочешь остаться здесь? Да, глазами увидеть ее страдания. Ты случайно не спятил? Не знаю. Может быть. Погрузку закончили? Заканчиваем! Быстрее! Колонна ждет на шоссе! Я помогу. Давай, Вера. Садись. Гозельджан, добро пожаловать. Здравствуйте. Все с огнем воюешь, да? Что делать, Мирет ага? А вы все молодеете. Сколько я вас помню, вы все такой же молодой, жизнерадостный. Наверное, секрет знаете. Знаю, но не скажу. Старики услышат, тоже помолодеют. Приедешь еще, меня среди них и не узнаешь. Салам Садись, алейкум. Гозельджан. Добро пожаловать. Как поживаете? Как тетя Марал? Операцию сделали? Удачно прошло. Мама! Уже на ногах. Спасибо доктору, такой молодой, а руки золотые. Дай Аллах ему жену красавицу. А, Газель Давлетовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, как здоровье? Спасибо, все хорошо. Как ваш новый председатель? Как ваши дела? Неважно. Мне предложили аул эвакуировать, а старики против. Считают, что незачем отсюда уходить. Гозельджан, говорят, бомбу здесь взорвут. Это правда? Да, правда. Только под землей, на глубине 1500 метров. Если государство отпускает такие большие средства на постройку новых домов, выходит, что старые дома разрушатся? Скорее всего, так. Не в том дело, Таганага. Хорошо, что вместо старых домов построят новые. Ты вот что скажи, Газель. Где станут строить новые дома? На месте старых? Теперь ответь. Где построены старые дома? Мама, у меня палочка упала. Ну, что вы хотите этим сказать? Аул строят на том месте, где есть вода. А после вашей бомбы в нашем колодце не исчезнет вода? Ответь нам. Этого я вам сказать не могу. Мой совет тебе, дочка. Лучше не связывайся с этой чертовой силой. Если встретишь в пустыне тигра, не бросай в него камни. Ты его не убьешь, а только больше разозлишь. А потом уже не жди от него пощады. Камень уже брошен, Мурат ага, и отступать уже некуда. Так вот, дочка, мы решили не уходить из аула. Как ты считаешь, это будет правильно? Не торопись, Анна. Дело серьезное, надо подумать. Сколько можно думать? Вам давно уже надо было переселиться в центральную усадьбу. Стойте, стойте! Это газ!
уходите от колодца! Отравитесь! Слышите? Дальше, дальше уходите! Батыр, факел! Факел! Отойдите подальше, уберите детей! Дальше уходите! Дальше! Отравитесь! Бросай! Огонь из воды, а? Все проверено. Район свободен. Можно начинать работу. Костин слушает. Подготовить аппаратуру к пуску. Есть подготовить аппаратуру к пуску. Аппаратура к пуску готова. Ну как, товарищи, начнем? Давайте, давайте. Давайте. Включить автоматику подрыва. 3, 7, 5. 3, 7, 5. Ну, Газель Давлетовна, с победой! С победой! С победой! Поздравляю вас, дорогая! Поздравляю! Спасибо. Поздравляю! Поздравляю вас! Умница моя! Поздравляю!